В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, рабочий визит Владислава Суркова в Абхазию. Приняли госбюджет и отложили инвестпрограмму. Репортаж заседания парламента Абхазии. Предновогодний коктейль «Алав Клаб» на сцене Абхазской государственной филармонии. Сегодня в Абхазию прибыла российская делегация во главе с помощником президента России Владиславом Сурковым. Членов российской делегации принял президент Рауль Хаджимба, спикер Народного собрания Валерий Бганба и премьер-министр Артур Миквабия. В повестке визита обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества по реализации договора между Абхазией и Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве. Елена Лолуа расскажет подробности встречи. В половине третьего началась встреча президента Рауля Хаджима с Владиславом Сурковым в формате 1 на 1. Абхазия подписала договор с Россией и несет ответственность за то, чтобы достигнутые между странами договоренности успешно реализовывались, сказал Рауль Хаджимба. В свою очередь Владислав Сурков подчеркнул, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, Россия выполнит свои обязательства по всем направлениям сотрудничества. Недавно вы знаете, правительственная комиссия прошла. Я хочу передать привет от Владимира Владимировича Путина и пожелать всего самого доброго в наступающем, близящемся Новом году. И заверить, что мы сделаем все, чтобы выполнить все свои обязательства, как по нашему экономическому сотрудничеству, так и по всем аспектам политического взаимодействия. Мы, в свою очередь, как сторона, которая должна соответствовать тем нашим договорам, которые мы подписывали, соглашениям, должны быть и на достаточно высоком уровне ответственности. И я не сомневаюсь, что это будет. Нам важно, чтобы эти отношения продолжались бы и наполнялись бы содержанием. После встречи с глазу на глаз вопросы реализации экономических проектов обсуждались в расширенном составе с участием вице-президента и членов Кабинета министров. Встреча также проходила за закрытыми дверями. По ее окончании Рауль Хаджимба и Владислав Сурков дали оценку двустороннему сотрудничеству. Мы обсудили ряд вопросов, которые должны быть реализованы в следующем году. И, несомненно, это будет сказываться на положении дел в Абхазии в положительном русле. Основные направления какие? Основные те же, которые были и в прошлые годы. Это вопросы реализации программ, которые заложены в инвест, нашу программу, мероприятия вернее, и вопросы обеспечения финансовыми возможностями, текущее финансирование и вопросы пенсионного обеспечения. И здесь мы получили очередной раз поддержку России. Я, во-первых, привез приветы президента Абхазии и всему абхазскому народу от нашего президента Владимира Владимировича Путина. Только что, мне сказали, он подписал ратификацию соглашения между Россией и Абхазией об увеличении пенсионного обеспечения для абхазского населения. И, соответственно, уже со следующего года пенсии будут увеличены, и Россия будет обеспечивать это финансирование. Это случилось буквально действительно только что, это свежая новость. Значит, кроме того, отрадно заметить, что в декабре Абхазия ратифицировала соглашение о объединенной группе войск, тоже очень важное для создания общего пространства безопасности. Мы также обсудили реализацию инвестиционной программы на следующий год. Она беспрецедентно дорогая у нас. Мы выделили России 3,7 миллиарда. Такого большого бюджета инвестиционного Абхазия никогда от России не получала. Я еще раз хочу подчеркнуть, говорил это уже и скажу еще раз. В России непростая экономическая ситуация, вы это знаете. Фактически бюджет подвергся ревизии и были сокращены буквально все статьи расходов, кроме расходов на взаимодействие с Республикой Абхазия. Это, мне кажется, тоже важный момент. Журналисты поинтересовались, шла ли речь об ограничении политического и экономического присутствия Турции в Абхазии. Сурков ответил, что решения, которые бы ухудшили экономику Абхазии, России приниматься не будут. Официальных отношений с Турцией Абхазия не имеет. Турция, как известно, Абхазию не признает, но при этом пытается здесь решать какие-то экономические и некоторые, мне кажется, политические вопросы. И определенные круги в Турции относят Абхазию почему-то к сфере
своего возможного влияния. Но здесь есть деликатные, очень важные отношения, многолетние, можно сказать, вековые с диаспорой, и здесь ни в коем случае нельзя об этом забывать. А кроме того, нет никаких целей ухудшить экономическое положение Абхазии из-за неумелых и грубых действий там, правительства Абхазии или каких-то наших скоординированных действий неверных. Поэтому мы взвесим все здесь аспекты. Россия тоже не огульно вводит какие-то санкции по Турции, а делает это избирательно и не на всех участках. Мы проанализируем сегодня эту ситуацию. Я могу сказать, что турецкие подрядчики, наверное, вряд ли смогут строить здесь объекты за российские деньги. Это, наверное, достаточно очевидно. На все остальное, рыбная ловля, некоторый доступ к природным ресурсам и прочее, мы отдельно проработаем, не будем горячиться. И, наверное, потом правительство Абхазии вас проинформирует о том, как мы в рамках наших союзнических отношений договорились координировать здесь политику. Хочу вас заверить, ничего не испортит общий фон, который складывается в взаимоотношениях России и Абхазии. Все останется на таком уровне, который будет полезным для наших народов. А Турция и Россия, проблема, которая складывается на сегодняшний день, я думаю, что это отношения двух государств, но и у нас есть соответствующие документы, которые регулируют эти вопросы. Договор, который мы подписали, возлагает и на нас какие-то обязательства. Но это не разрушит то, что мы делали все эти годы. Наша экономика от этого не пострадает. Владислав Сурков заверил, что российская помощь поступит в Абхазию в 2016 году в полном объеме. Возможно, придется скорректировать некоторые статьи инвестиционной программы на 2015-2017 годы из-за отсутствия проектно-сметных документаций. Все наши социальные обязательства в плане повышения пенсий, как я уже сказал, в плане повышения, мы только что это решение приняли, уточнили его, повышение зарплаты работникам ряда государственных учреждений. Мы все это, конечно, выполним, все это есть в нашем бюджете. Есть один момент, связанный с инвестиционной программой. Повторяю, это очень большой объем, и далеко не по всем объектам готова проектно-сметная документация. Здесь возможны, наверное, какие-то сдвижки, поскольку надо сначала проекты сделать, а потом уже начать строить. Это все дело не мгновенное. Но, тем не менее, мы здесь не видим повод для оптимизма. То, что мы не успеем, может быть, освоить, мы перенесем на следующий год. А если успеем в этом году, слава богу, будем только рады. Подготовлена масштабная, серьезная инвестиционная программа, впервые затрагивающая так глубоко вопросы развития инфраструктуры. Мы строили школы здесь, и больницы, это тоже очень важно. Но есть еще дороги, есть электрические сети и много всего еще важного. Водопроводы, канализация, без чего просто Абхазия не может существовать как цивилизованное государство. И мы надеемся, что все это разработанное в этом году мы сможем реализовать в следующем. Речь идет еще и дополнительно, если говорить, о софинансировании тех проектов, которые представит Абхазия. Мы этот проект должны проработать, и я не сомневаюсь в том, что реализация будет очевидной для Абхазии. Это второй за год рабочий визит помощника российского президента в нашу страну. В феврале Владислав Сурков приезжал в Абхазию, чтобы обсудить детали договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. Елена Лула, Алексей Агуха, Абхазское телевидение. Абхазия в контексте современной геополитики. Так звучит тема прямого эфира сегодня на канале Абхазского телевидения. Гости передачи «Открытый вопрос», доктор исторических наук Станислав Лакоба и научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций МГИМО Илана Эшба. Прямой эфир начнется сразу после новостей. Депутаты парламента приняли во втором окончательном чтении законопроект о республиканском бюджете Абхазии на 2016 год. За законопроект проголосовало 25 депутатов. На сегодняшнем заседании сессии также были одобрены кандидатуры судей Верховного и районного судов. Часть законопроектов парламентарии отложили для рассмотрения на следующих заседаниях. Репортаж Налы Мукба. Главный финансовый документ страны, республиканский бюджет, рассмотрели во втором чтении депутаты Народного собрания. Доходная его часть в будущем году составит около 13 миллиардов рублей. При этом приоритетным будет социальная сфера. Республиканский бюджет на 2016 год составляет 11 миллиардов 521 808 и 7 тысяч рублей. В том числе финансовая помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития Республики Абхазия в сумме 3 миллиарда 200
200 миллионов рублей. Что касается самого проекта бюджета, у депутатов к нему не было вопросов. Споры вызвала инвестиционная программа, предполагаемые затраты на которую вложены в этот документ. Депутат Кан Кварчия поднял вопрос о том, что большая часть средств по инвестпрограмме направлена в столицу и Западную Абхазию. При этом ущемленными остаются депрессивные районы республики. От Кварчейского района для меня очень непонятно. Я понимаю ремонт дорог, там ремонт, реконструкция многоквартирных домов, Гагра, Сухум, все понятно. Водоснабжение, опять Сухум, Гагра, Гудаута, Пицунда. Но мы же буквально недавно прошли эту ситуацию, когда в Кварчеле весь город травился. Другая часть депутатского корпуса выразила мнение о том, что такое распределение средств вызвано необходимостью. Ведь в курортные районы, которые приносят стране доходы, необходимо вкладывать. Тогда у государства будут деньги на развитие других частей республики. Если мы эти средства тратим на инфраструктуру, дороги, канализацию и так далее в районах, это создает условия для прихода средств на конкретные целевые проекты. Не сделав этого, мы никогда не сможем осуществить целевые проекты. Поэтому логику в этом проекте я вижу. Депутаты также выразили мнение, чтобы при направлении таких важных для страны документов в Народное собрание на заседании присутствовали премьер-министр и министр экономики, так как именно они ответственны за его составление. Республиканский бюджет на 2016 год был одобрен парламентариями во втором окончательном чтении, а инвестиционная программа будет еще рассматриваться после новогодних праздников. Правильно было озвучено и министру финансов, а нужно пригласить сюда премьер-министра и министра экономики, и заслушать, и они нам раскроют все проблемы, и посредственно, и по районам. Действие нового законопроекта об НДС, предполагающего повышение ставки налога на 10%, решено рассмотреть после новогодних праздников. Это связано с тем, что депутаты не определились со списком товаров, на которые он не распространяется. Затем парламентарии приступили к выборам судей Верховного и районного судов. Из предложенных 7 кандидатур депутаты одобрили все. Иностранцы, не являющиеся гражданами стран, с которыми у Абхазии есть соглашение о безвизовом режиме, въехать в республику могут только при наличии визы. Соответствующий закон во втором чтении был принят на заседании сессии. Документ будет выдаваться МИДом, а рабочая виза – Государственной миграционной службой. В соответствии с пунктом 13 будут претендовать на получение разрешения на временное проживание. Была упрощена процедура. Значит, была предусмотрена процедура в пункте 12, которая изложена, которая гласит, что они имеют право на продление разрешения на временное проживание. Кроме того, депутаты одобрили во втором окончательном чтении законопроект о правовом положении иностранных граждан. Документ регулирует отношения между иностранными гражданами и различными органами власти, а также возникающие проблемы в связи с пребыванием и осуществлением иностранцами в республике трудовой или предпринимательской деятельности. Нала Мукпа-Бислан Джинджолия, Абхазское телевидение. В канун Нового года лучшие работники года уходящего из 3 районов Абхазии – Очемчирского, Тхуарчалского и Галского – награждены грамотами и денежными призами в размере 50 тысяч рублей. В числе награжденных представители органов власти, духовенства, учителя. Всего 11 человек. Спонсорскую помощь оказал уроженец Очемчирского района, бизнесмен и меценат, ныне проживающий в Сочи, Геннадий Тужба. Церемония награждения прошла в правительстве. Первый вице-премьер Шамиль Адзенба поблагодарил Геннадия Тужба за помощь, которую он постоянно оказывает республике. С благодарственными словами в адрес мецената выступили все участники церемонии. Я хочу выразить благодарность нашему уважаемому земляку Геннадию Андреевичу Тужба, который в тяжелое наше время, даже когда и тяжело, и когда нормально, умеет зарабатывать, и не только со своей семьей и родными, но и с народом делится тем, что дал ему Бог. Это очень важное, ценное качество, меценатство. После войны в городе Тхуарчал, благодаря первому президенту Владиславу Ильичу, стало работать местное телевидение. Он нам подарил камеру и аппаратуру. И успешно работало Тхуарчалское телевидение и корпункт абхазского телевидения. К сожалению, аппаратура износилась, и уже многие годы и корпункт абхазского телевидения и Тхуарчалское телевидение, к сожалению, не работают. Но теперь спасибо вам большое, у нас появилась возможность для начала восстановить работу корпункта Тхуарчалского.
В предновогодние дни сотрудники Тхуарчалской районной больницы получили презенты от компании «Аквафон». Неожиданный и приятный сюрприз пришелся по душе врачам и медицинским сестрам. Для медработника не существует ни праздников, ни выходных. При этом заработная плата ниже среднего, но никто не жалуется. Ведь они в первую очередь любят свою работу и родной город. В предновогодние дни компания «Аквафон» проводит множество акций. На этот раз решили оказать внимание работникам медицины, которые ежедневно спасают человеческие жизни. Все сотрудники единственного в Тхуарчале медицинского учреждения получили по 2000 рублей, а также календари с изображением горной Абхазии. Традиционно компания «Аквафон» в канун Нового года проводит всевозможные социальные акции. И в этом году мы выбрали врачей, медперсонал Тхуарчалской больницы. Это люди-герои. Это люди, которые, несмотря на очень тяжелую жизнь в Тхуарчале во все послевоенные годы, не бросили свою работу, не бросили больницу, не бросили своих граждан, своих горожан. Весь район обслуживается в этой больнице. Это очень важно, потому что место, где нет больницы и школы, пустеет в первую очередь. Люди уехали, даже те, которые держатся за свои дома, за свои города, они бросают и уходят. И благодаря этим людям их вклад в то, что город еще жив, огромный. Конечно же, мы понимаем, что 2000 рублей на человека – это не такая сумма, которая их прямо счастливит. Но это наше спасибо. Мы им очень благодарны, что они здесь и что они служат. Неожиданно, но приятно, что вспомнили, делятся впечатлениями врачи. 2000, может, и небольшая сумма, но для жителей Тхуарчала довольно ощутимая помощь. Здесь люди-представители, которые работают очень долго, ответственно, знают свою специальность, начиная от санитарки, среднего и врачей. Большое вам спасибо за ваше внимание. Я думаю, что мы не подведем на будущее. В Тхуарчалской больнице больше 200 сотрудников. Здесь функционирует акушерская, гинекология, детское инфекционное отделение. Зданию больницы больше 50 лет. Оно нуждается в капитальном ремонте. Не хватает медицинского оборудования. Но врачи по мере возможности выполняют свои профессиональные обязанности. Кстати, сюда за помощью часто обращаются и жители Ачамчирского района. Сима Аргун Саидайба, Абхазское телевидение, Тхуарчал. Около года функционирует благотворительный фонд Гудаута. За это короткое время проделана большая работа по благоустройству города, оказанию помощи многодетным семьям, школам и детским садам Гудаутского района. О новогодних акциях фонда в репортаже Энвера Арджения. В канун Нового года сотрудники фонда посетили Гудаутский детский садик Кубрыц. И пришли они сюда, как говорится, не с пустыми руками. Всем ребятишкам были вручены новогодние подарки. И это далеко не все. Сотрудники благотворительного фонда подарили детишкам из младшей группы телевизор, которого у них не было. Подарком особенно обрадовались дети, которые были искренне благодарны. Вот спасибо, мальчики, подари всем по конфете и поехали дальше к детям. Сотрудники фонда в канун Нового года пришли с подарками в Калдахуарский лицей-интернат и Гудаутскую 4-ю среднюю школу, которой они подарили 25 новеньких стульев. Этот подарок для нас очень ценный, особенно в преддверии Нового года. Большое, огромное человеческое спасибо за ценный, нужный подарок вашему фонду процветания и благополучия. У фонда и в наступающем году много планов по организации благотворительных акций. В 2015 году фонд, в принципе, выполнил все намеченные планы. Большая поддержка была со стороны наших друзей, знакомых и просто людей, горожан. Также жителей Гудаутского района. Это вселяет в нас дополнительную уверенность в том, что мы по-настоящему нужным делом занимаемся. Надеемся, что наступающий год пройдет для нашего народа и для нашей республики в целом без потрясений. И надеемся, что вместе мы сможем преодолеть многие наши нужды и многие вызовы, которые стоят перед всеми нами. Кроме того, благотворительный фонд Гудаута подарил многодетной семье Гума из села Улан-Урха газовую плиту и новогодние подарки. Энвер Арджения, Адам Арджения, Абхазское телевидение.
Алав Клаб вернулся. Переполненный зал Абхаз-Госфилармонии с восторгом принимал юмористическое шоу популярных артистов, долгожданных нартов из Абхазии. Абсолютно новые номера, созданные специально к новогоднему выпуску. И неизменно генеральным спонсором Алав Клаб является компания Амобайл. Войдите. Эмма. Алав Клаб, без сомнения, самое яркое юмористическое шоу в нашей стране. Зрители уже заждались любимых нартов из Абхазии. Искрометный, тонкий юмор, живой разговор со зрителем, быстрые и острые ответы на любой вопрос. Каждую миниатюру, каждый номер зритель принимает на ура. Все говорят, что Абхазия кусочек рая, но все проблемы в раю нет конца и края. Резиденты Алав Клаба много шутят о политиках, на социальные, волнующие наше население темы. Ведь в любой ситуации с юмором жить намного легче и приятней. Присутствующий на шоу президент Рауль Хаджимба тоже стал одним из героев шуток нартов. Уже на протяжении долгого времени, скажем так, мы не выходили на сцену и не радовали наших зрителей. И вот решили собраться все вместе и в очередной раз порадовать. И с искрометным юмором, весельем, танцем. Уважаемые жители Абхазии, поздравляю вас всех с Новым годом. Шамзелашнея. Дай Бог счастья, радость, здоровья. Чтобы все желания, которые не исполнялись до этого, исполнились в этом новом 2016 году. Год обезьяны, поэтому она животное непредсказуемое. Вполне возможно, что наши желания будут исполняться. Удачи вам и здоровья! Новогодний выпуск Алав Клаб украсили музыкальные паузы. Практически весь зал подпевал молодым звездам Абхазии. Как и в предыдущие годы, главный спонсор Алав Клаба – Амобайл. Как утверждают представители компании, поддерживать этот юмористический проект – одно удовольствие. Специально для зрителей Абхазии мы подготовили новогодний специальный выпуск Алав Клаб. Мы хотим, чтобы с хорошим настроением, с задором, с отличным юмором наши зрители отправились в Новый год и позади в прошлом году оставили все невзгоды, все неприятности. Очень хочется пожелать всему народу Абхазии, чтобы мы никогда не отчаивались, чтобы с оптимизмом и позитивом смотрели в будущее. Надеемся, что новогодний специальный выпуск Алав Клаб станет для вас приятной отдушиной. Новый выпуск Алав Клаб можно будет увидеть в новогоднюю ночь на канале Абхазского телевидения. Встречайте новый 2016 год в компании с Алав Клаб. Рената Шака, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. В канун Нового года Амобайл сделал еще один подарок. Сотрудники компании преподнесли Сухумской детской и юношеской спортивной школе номер 1 новогодний подарок – музыкальную стереосистему. Репортаж Сарии Смар. Первая детско-юношеская спортивная школа функционирует не так давно. С ее открытием у детей появилась возможность приходить и заниматься в свободное время именно тем видом спорта, который им больше всего нравится. В ДЮСШ функционирует 8 спортивных секций – волейбол, баскетбол, дзюдо, карате и другие. Здание новое, и многого еще не хватает. Руководство ДЮСШ не может купить необходимый инвентарь за свой счет. И благодаря компании Амобайл сегодня они хоть на чуточку приблизились к этой цели. Воспитанников и преподавателей школы ждал настоящий новогодний подарок – музыкальная стереосистема. Я хочу поблагодарить компанию Амобайл за их отзывчивость, за то, что они подарили нам это такое необходимое нам оборудование. В спортшколе проходил ежегодный турнир по дзюдо, когда сотрудники компании Амобайл привезли подарок. Такому неожиданному сюрпризу обрадовались все. А для компании Амобайл проекты, направленные на поддержку детского спорта, всегда в приоритете. Нам очень приятно
вносить свой вклад в развитие спорта в Абхазии. Не просто радоваться такой хорошей тенденции, но и делать многое для того, чтобы молодое поколение занималось спортом и интересовалось здоровым образом жизни. Компания «Мобайл» в уходящем году уже организовала немало приятных сюрпризов для жителей Абхазии. И этот небольшой подарок – еще одно доказательство того, насколько важно делать добро и видеть счастливые улыбки детей. Сария Смыр, Беслан Хинджерия, Абхазское телевидение. Сегодня на нашем канале «Премьера» стартует новый проект Романа Лабия и Мизана Ломия «Автограф». Первый герой передачи, которая будет идти на абхазском и русском языках, народная артистка Абхазии Софа Агума. В передаче «Автограф» будут принимать участие известные люди Абхазии и зарубежья. Итак, смотрите сегодня на нашем канале новый цикл передач «Автограф». И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается облачность, на побережье дождь со снегом, в предгорьях и горах снег. Температура воздуха ночью плюс 2-4, днем плюс 4-6 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.